наклонись, поднимай. Гимнастика? Да. Верни обратно то, что было. Вот мы вот на вот это можем с вами потратить. Опускай ножку. Молодец. Спасибо тебе, моя модель. Мы с вами вот на эту работу можем потратить месяцы, годы, когда вы не реагируете на то, что говорит вам тренер. Важно не только слушать, но и слышать тренера. С этих слов начался мастер-класс от Екатерины Сиротиной. Улыбка, разворот плеча, наклон головы, каждый жест, чтобы все было выверено, красиво и уверенно. Тренер дает элементарные, но фундаментальные рекомендации, а их эффективность, безусловно, покажет время. Сейчас, натягивая стопу, выходим во вторую. Пяточками чертим линию по ковру. И раз, два. Екатерина Сиротина – старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике, хореограф-постановщик сборной страны, главный тренер физкультурного спортивного общества «Спартак», заслуженный тренер России с 2012 года. Среди ее воспитанниц – мастера спорта международного класса, победительницы чемпионатов России, Европы и мира. Она первый тренер олимпийской чемпионки Каролины Севастьяновой. Мастер-класс Сиротиной в Ингушетии посвящен азам базовой партерной хореографии. Главная цель всех нас, тренеров и занимающихся, это сохранить здоровье детей, научить их правильно и грамотно и дать им долголетие в спорте, чтобы они избегали травм, чтобы они правильно развивались, чтобы высокие нагрузки, которые в художественной гимнастике сейчас присутствуют, они выдерживали без потерь. Полезные советы и навыки одного из лучших тренеров страны сегодня осваивают не только юные гимнастки Ингушетии. Среди гостей и супруга временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилиной Ирина Сергеевна, которая является президентом Федерации художественной гимнастики ДНР. На мастер-класс также приехали тренеры со своими воспитанниками из Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Данное мероприятие очень способствует развитию художественной гимнастики в наших регионах, объединению гимнасток, тренеров, способствует укреплению дружеских связей. И я считаю, что такие мероприятия на Кавказе и в целом везде должны проводиться как можно чаще. Детская художественная гимнастика – очень красивый и популярный вид спорта. Однако плюсы его не заканчиваются на красоте и изяществе. По мнению врачей, занятия очень полезны для молодого организма. Для развития спорта в регионе в первую очередь необходимо создать условия – специально оборудованные полноценные залы, отметила Екатерина Сергеевна. Художественная гимнастика – это действительно уникальный симбиоз самых разных направлений. Это и классическая хореография, это танцевальное искусство. Причем каждая композиция может представлять совершенно разный характер и разные направления танцевальные. Это координация высокая, это работа с предметом. Это, по сути, цирковое искусство. И это театральное искусство тоже, потому что эти сложные элементы надо представить зрителю так, чтобы он понял, о чем этот образ. И, конечно же, нужно работать во всех направлениях, чтобы в конечном итоге был результат. Сейчас у вас прекрасный тренерский состав работает, и они настолько вовлечены в этот процесс, они любят свое дело. Делегация из Москвы осталась не только под впечатлением от приема и ингушского гостеприимства. Екатерина Сиротина также отметила качество созданных условий в спортивно-тренировочной базе. Мужичи вместе с министром спорта региона осмотрели объект и обсудили планы на будущее. Я на самом деле в восторге от приема, который мне оказали здесь. Я в восторге от места, где мы находимся, от этой спортивной базы. Здесь и дышится легко, и работается также легко и продуктивно. Это здорово, когда люди умеют с душой подготовить все необходимое для того, чтобы спортсмены могли делать свою работу, выкладываться на 100 и повышать свой спортивный уровень. Министерство спорта Ингушетии в последние годы уделяет особое внимание проведению подобных мастер-классов и встреч воспитанников спортивных школ региона с именитыми спортсменами и тренерами. Убеждены, что эта практика стимулирует на хорошие результаты подрастающих спортсменов. Конечно, приезд Екатерины Сергеевны – это большая мотивация для наших спортсменов в этой дисциплине. И я думаю, приток дисциплин художественной гимнастики в нашем регионе будет увеличиваться. И благо есть понимание, есть федерации художественной гимнастики. И специалисты работают, развивают. И этот вид спорта занимается нашими детьми. Если учитывать то, что было
в предыдущие года. Конечно же, сегодня мы видим совсем другую картину. И развитие, и приток, и количество учащихся в этой дисциплине. Думаю, все это будет только нарастать. Мастер-класс от Екатерины Сиротиной продлился 2 часа. За это время тренер с девочками поделилась различными лайфхаками, о которых ранее они еще не слышали. Радуются за спортсменок и мамы, которые приехали поддержать свое чадо. Отмечают, что в последнее время развитию художественной гимнастики в регионе начали уделять больше внимания. Дети чаще выезжают на соревнования. Такие встречи мотивируют, ведь занятия по гимнастике прежде всего приучают к здоровому образу жизни, правильному питанию и контролю за своим телом. Дают колоссальный толчок в будущее, в развитие большого потенциала жизненного. Ну, конечно, мы очень горды и рады, что нас посетил такой доблестный тренер, как Екатерина Сергеевна. И мы всяческие усилия приложили, так как мы живем в Назрани, чтобы приехать, добраться сюда. Ну, отложили все свои дела намеченные. Я знаю этого тренера, очень хороший тренер. Очень хочется попробовать с ним потренироваться, чему-то новому узнать. Художественная гимнастика способствует эстетическому развитию девочки, воспитывает вкус, учит чувствовать музыку. У гимнасток всегда красивая фигура, гордая осанка, пластичные движения. Этот вид спорта дарит им неповторимое умение преподнести себя. Художественная гимнастика получила развитие в Ингушетии несколько лет назад, когда в 2017 году на базе спорткомплекса «Магаз» имени Берда Евлоева в Назрани была открыта первая в регионе специализированная школа спортивной и художественной гимнастики. С тех пор в регионе продолжают открывать новые секции. Для работы с ингушскими спортсменками привлекались специалисты из других субъектов. В течение 5 лет в республике проводились спортивные мероприятия по художественной гимнастике различного уровня. Спортивное ведомство намерено и дальше уделять внимание развитию этого направления, улучшать материально-техническую базу и привлекать именитых спортсменов для проведения мастер-классов. Диана Дударова, Новости 24.